Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. 30 женщин и детей были убиты в ходе американского авиаудара на афганско-таджикской границе в районе Кундуза. Там же во время ожесточенного боя с талибами погибли 2 солдат НАТО. В Кыргызстане хотят запретить для показа в кинотеатрах все постельные сцены. Под запрет могут попасть почти все выдающиеся произведения мирового кинематографа, включая кыргызские фестивальные ленты. Простите, не надо путать порнографию на экране, да, и с эротикой. Чудовищными взрывами смертников в Западном Алеппо ответили на российское предложение покинуть город сирийские оппозиционеры. Они продолжают свои попытки прорвать блокадное кольцо. Скоро машины, начиненные бомбой, поедут на позиции алавитов, а потом пойдем в бой мы, группы смертников, и начнется операция по зачистке. Самый дорогой стадион России «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге не готов к чемпионату мира по футболу 2018. Чиновники ФИФА заявили, что выдвижной газон сильно пружинит и больше подходит для соревнований по прыжкам на батуте, чем для футболистов. Профессионалы понимают, что такая глыба раскачиваться не может. На границе Афганистана и Таджикистана погибли 30 женщин и детей во время авиаудара, нанесенного американской авиацией. Трагедия произошла в афганской провинции Кундуз во время совместной операции армии Афганистана и НАТО против талибов. Там же во время ожесточенного боя с Талибаном погибли 2 солдата НАТО. Вы видите кадры афганского телеканала Тулу Ньюс. Как подтвердил губернатор провинции Кундуз, действительно более 30 женщин и детей погибли и 25 гражданских лиц были ранены. Как сообщается, авиация была вынуждена наносить удары по жилым кварталам, где среди местных жителей укрывались талибы. В целом, афганские власти, несмотря на потери, оценивают операцию успешно, так как удалось уничтожить одного из крупнейших полевых командиров Талибана Кари Муфти на севере страны. В свою очередь, руководство НАТО объяснило авиаудары тем, что нужно было защищать своих солдат, попавших в окружение талибов. Среди потерь в этой операции также 3 солдата афганского спецназа. Помимо 2 погибших военнослужащих НАТО, 7 были тяжело ранены. Власти Кыргызстана намерены запретить к показу все фильмы с откровенными сценами и элементами жестокости и насилия. Закон о подобном запрете в стране был принят еще 15 лет назад, но по сути не работал. Новое постановление правительства может коснуться шедевральных кинопроизведений, которые составляют классику мирового кино. Также под запрет попадают кыргызские фестивальные фильмы. В теме разбирался Шавкат Тургаев. В Кыргызстане вновь задумались о морально-нравственном воспитании населения. Власти хотят запретить фильмы отечественного и иностранного производства порнографического содержания, в которых есть насилие, жестокость, призывы к экстремизму и свержению власти. Табу распространится и на кино про наркотики. По словам чиновников, эта мера назрела давно, поскольку в страну с каждым годом поступает все больше самых разных фильмов. Да и посещать кинотеатры люди стали больше в разы. В законе написано: распространение, прокат и публичный показ, вот это все запрещается. А запрещается у нас что? Только те фильмы, пропагандирующие именно открытые порнографии, насилие, жестокости, межнациональные, пропагандирующие разжигание межнациональных рознь, отношений и так далее, которые обществу по Конституции запрещается. Что является откровенной порнографией, а что художественной эротикой, в документе точно не прописали. Это будет определять уже специально созданная комиссия. Но инициативу правительства многие уже назвали цензурой и покушением на свободу слова. Некоторые думают, что у нас, в Кыргызстане пошло цензура, пошло запрет, этого нет у нас. Директор департамента кинематографии обмолвился, что под запрет могут попасть и фильмы, уже давно вышедшие на экран. Потенциально в их числе вполне могут оказаться и шедевры мирового кинематографа. Лента известного кыргызского режиссера Нурбека Игена «Пустой дом» тоже может попасть в немилость. В фильме показана история о непростой судьбе девушки-мигрантки, в итоге ставшей суррогатной матерью. В картине есть несколько откровенных сцен формата ню. Простите, не надо путать порнографию на экране, да, и с эротикой. Эротика все-таки это как-то вызывающее чувство. «Пустой дом» получил в основном положительные отзывы. Актер Булат Тентимишев, сыгравший одну из главных ролей, считает, что эротика в фильме абсолютно оправдана.
Я принимал участие в таких фильмах, но меня убеждали в том, что смысл-то не в том, что где были оголенные тела и какие-то откровенные такие, скажем, такие сцены. Не будем скрывать, и наши девчонки едут с суррогатной матерью куда угодно. Южная Корея — это вся наши девчонки, крыловские и так далее. Это не факты, это как журналистам вам уже более-менее известно, да? Вот об этом хотелось. Очевидно, что запреты на насилие и жестокость в кино ударят и по бизнесу. Пострадают прежде всего кинотеатры. Все голливудские блокбастеры как раз и заточены на радующих глаз разрушениях. Обилие крови и жестокие убийства тоже привлекают киноманов. И если из них исключать те фильмы, которые, скажем, содержат вот эти все запреты, но, наверное, где-то уже 50-60% фильмов будет уже под запретом. И, соответственно, уже кинотеатр будет идти в убыток, поднимется коррупция, потому что это все будет в интернете в любом случае. Что получится из затеи властей, сейчас говорить пока рано. Но запретами ничего не решить, говорят представители творческой интеллигенции. Если подтвердятся самые худшие ожидания, то в минусе, по всей видимости, окажется само государство. Шавкат Тургаев, Азат Энтымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Украинского президента Петра Порошенко, похоже, разыграли. На днях на его официальном сайте появилась информация, что Порошенко в деталях по телефону обсудил вопросы взаимоотношений со своим кыргызским коллегой Алмазбеком Атамбаевым. Прилагалась даже некая аудиозапись этого разговора. Однако в аппарате президента Кыргызстана с удивлением заявили, что никакого разговора между президентами не было. Пресс-служба Порошенко сразу же удалила всю информацию о якобы телефонном разговоре с Атамбаевым. Подозрения в розыгрыше пали на двух скандальных украинских пранкеров – Алексея Столярова и Владимира Кузнецова. Ранее в соцсетях они искали специалистов по Кыргызстану, что дает предположение о том, что розыгрыш готовился заранее. Столяров и Кузнецов звонили Порошенко не впервые. Буквально полгода назад им удалось связаться с президентом, когда тот летел в самолете. В Алма-Ате в нескольких районах города бесплатно раздают хлеб пенсионерам и малоимущим. Акцию «Бесплатный хлеб» организовали активистки женского клуба «Алма-Ата». Хлеб покупается на частные пожертвования. На данный момент активисты раздали самым обездоленным алматинцам 35 тысяч булок, рассказывает Дмитрий Беляков. Надежде Николаевне 77 лет, 25 из которых она отработала на Алматинском хлопчатобумажном комбинате. 3 раза в неделю она выходит из дома в 7:15 утра и идет в близлежащий магазин, чтобы занять очередь за бесплатным хлебом. В месяц получается сэкономить около 2500 тенге, которые Надежда Николаевна отдает неработающей внучке. Собирается человек 50, 70, когда как, даже и больше. Но хлеба хватает обычно? Ну, иногда не хватает. Бывает даже? Да, Если даже опоздаешь, бывает. уже Опоздал, уже все. А ко скольки лучше приходить? Ну, я прихожу 7:30. Машина подошла вскоре, и хлеб выдают. Бесплатный хлеб для пенсионеров и нуждающихся раздают активисты женского клуба «Алма-Ата». Начиналось все год назад с 10 булок хлеба. Сейчас ежедневно в 3 разных магазинах в городе выдают около 150 буханок. В очереди в основном пенсионеры. Многие приходят сюда каждый день. Мне 81 год уже. Пенсионер уже ясно. Почему для вас так важен хлеб? Почему вы приходите? Ну, как, все же пенсии маловато. Думаю, может быть, добавят маленько. Поэтому переходим, хоть не часто, но приходим, берем. 47 лет проработал, 40 тысяч я вышел в то время. Туда-сюда добавили, сейчас еще до 50 еле-еле доходит. Но этого не хватает. Ну, конечно, не хватает. Все же сейчас дорожает. Особенно вот лекарства. У меня бабка болеет, через пошел. За 25 тысяч купил лекарства. Вот считайте. Я кандидат наук, я кандидат химических наук. Работала в ВУЗе, преподавала. Ну вот видите, обстоятельства заставляют приходить хлеба взять. Потому что старшей дочери муж умер, поэтому остались эти дети. Поэтому я еще немножко помогаю им. 5 лет тому назад у меня пенсия была 28. Это сейчас вот уже и по 9%, вот такое дело. Кем вы работали? Работала
учительницей, работала завучем, работала директором. Даже мне стыдно. Наверное, не надо. Мне стыдно. Вот сейчас ученики увидят, говорят, моя учительница. За прошедший год участники акции раздали более 35 тысяч булок хлеба на сумму в 2,5 миллиона тенге. Это более 7 тысяч долларов США. Деньги – это пожертвования самих участниц женского клуба «Алма-Ата», плюс сбор средств в социальных сетях и периодические гаражные распродажи. У нас есть старики, у которых, например, базовая пенсия 11 900. Или они получают просто какое-то пособие. Но не у всех есть дети, которые могут их содержать. И вы знаете, вот действительно, вот эти 2400 тенге, которые они экономят, для них это, на те же лекарства они могут потратить эти деньги. Поэтому, что я могу сказать? Приходят, значит, им это нужно. Активисты говорят, что на данный момент у них нет возможности открыть еще несколько точек раздачи хлеба. Но они надеются на то, что акцию подхватит кто-то из неравнодушных казахстанцев. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Далее в программе. Чудовищными взрывами смертников в Западном Алеппо ответили на российское предложение покинуть город сирийские оппозиционеры. Они продолжают свои попытки прорвать блокадное кольцо. Скоро машины, начиненные бомбой, поедут на позиции алавитов, а потом пойдем в бой мы, группы смертников, и начнется операция по зачистке. Самый дорогой стадион России «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге не готов к чемпионату мира по футболу 2018. Чиновники ФИФА заявили, что выдвижной газон сильно пружинит и больше подходит для соревнований по прыжкам на батуте, чем для футболистов. Профессионалы понимают, что такая глыба раскачиваться не может. В сирийском Алеппо объединенные силы сирийской оппозиции ответили на предложение российских военных покинуть город по гуманитарным коридорам мощнейшими взрывами заминированных бронетранспортеров, которыми, как утверждает Рейтер, управляли смертники. Вы видите кадры одной из этих атак. Вслед за подрывами заминированных машин на позициях войск Асада в Западном Алеппо повстанцы предприняли очередную попытку прорвать кольцо блокады вокруг Восточного Алеппо. Как заявляют агентство «Франс Пресс», сами оппозиционеры, они очень долго готовились к своей миссии. И почти все из тех, кто наступает, также являются смертниками. Сейчас снова началась артиллерийская подготовка. Наши войска готовы к взятию территории, на которой находится 300 домов. Скоро машины, начиненные бомбой, поедут на позиции алавитов, а потом пойдем в бой мы, группы смертников, и начнется операция по зачистке. Вы видите район Западного Алеппо, через который повстанцы пытаются прорваться навстречу своим товарищам, наступающим с внешней стороны кольца окружения. Однако все попытки последних дней, даже несмотря на то, что в воздухе нет авиации, заканчивались для повстанцев неудачами. Российское военное командование напрямую обратилось к командованию оппозиционных организаций с просьбой уйти из Восточного Алеппо до вечера 4 ноября. Обращаемся напрямую ко всем лидерам вооруженных формирований. Прекратить боевые действия и выйти из Алеппо со своим оружием. Для этого открыты 2 коридора, от которых будут отведены все правительственные войска и техника. Один коридор открыт для следования к сирийско-турецкой границе, второй в Идлиб. Остальные 6 коридоров действуют для выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых. На призывы российских военных в Восточном Алеппо практически никто не откликнулся. Автобусы и кареты скорой помощи так и простояли у гуманитарных коридоров пустыми. Из города поступает информация, что боевики разрешили мирному населению покинуть свои дома, но только за деньги. Разрешение было выдано жителям города в возрасте до 15 лет и старше 55. Сумма, за которую можно было покинуть Восточный Алеппо, составляла 150 тысяч сирийских лир или $300. На востоке Украины в Донбассе представителям ОБСЕ сегодня опять не удалось развести силы противоборствующих там сторон. Боевики так называемой Донецкой республики обстреляли украинскую армию из градов и крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщают украинские военные. Тем временем сепаратисты утверждают, что по их позициям было выпущено 230 танковых и артиллерийских снарядов. В серой зоне на линии фронта остаются сотни мирных жителей. Вот что они рассказывают о своей жизни.
Село Славное почти на линии фронта. Здесь живут всего 58 человек. Но еще 3 года назад местных было в 5 раз больше. Когда началась война, люди побросали свои дома и уехали. А те, кто остались, не верят, что кому-то нужны. Поспорим. Вот я среди всех людей не покажу то, что мы скажем. Рассказать о своих проблемах захотели чуть ли не все жители села. Журналисты и волонтеры добираются сюда редко. Продукты людям раздают то военные, то международные организации. В Славное не ходит общественный транспорт. И тут даже за медпомощью обратиться не к кому. Нет у нас врачей. Нет. Мы уже человек... Как? Врачи без границ туда уже дозванивались. Пообещали. Но обещанное мы ждем. Видите, какие мы все дебильные пенсионеры? Дебильные. Больше нас никак нельзя назвать. Славное – это всего несколько улиц. Практически на каждой из них есть дом, пострадавший от обстрелов. У Людмилы Владимировны тут жили дети. Сейчас они перебрались в Марьинку. Мы сюда не заходим. Вот оно фигарится тут сверху. А тут ремонт уже от всей души сделали. Я не бачила, что тут попадало все. А тут вот отфигарили по всей душе. Отремонтировались. Тут только собирался, говорю, Алешка, говорю, хорошо, что ты хоть ничего не сделала, Алочка сделала. Формально Славное относится к Луганскому сельсовету. Он сейчас находится на территории, подконтрольной боевикам. Поэтому все справки жители получают в соседней Новомихайловке. Местные чиновники сами признают, переподчинение села действительно затянулось. И, говорят в администрации, о проблемах Славного знают. К сожалению, водоснабжение в селе Славное отсутствует. И оно отсутствует уже на протяжении длительного периода времени, где-то с середины 90-х годов. В селе есть единственный колодец, но люди жалуются, его давно не чистили, поэтому брать оттуда воду рискуют не все. Сложность в том, что он обсажен железобетонными кольцами, которые имеют свойство двигаться в зависимости от того, в каком состоянии грунты. И, соответственно, если идут боевые действия и ощущаются эти, так сказать, разрывы, то идет движение грунта и, по всей видимости, имеет определенное влияние, осыпание. Бросать свои дома и переезжать неизвестно куда оставшиеся люди боятся, хотят хоть каких-то гарантий. Я уже говорила военным, говорю, предоставьте мне, пожалуйста, жилье с правами, что это мой дом. Да, все, я хоть сегодня соберу свои манатки и уеду. Волонтеры обещают помочь жителям Славного и с чистой водой, и с отоплением. Мы сейчас составляли, оценку потребностей для управления Верховного комиссара по делам беженцев в Организации Объединенных Наций. Мы передали все населенные пункты по линии соприкосновения по Донецкой области, которые мы рекомендуем на твердое топливо, это уголь, дрова. Славное, в частности, мы рекомендовали под завоз твердого топлива, потому что это один из таких поселков закрытого типа, в котором людям живется очень тяжело. В ближайшие дни волонтеры повезут в Славное теплую одежду и детские вещи. Боевые действия рядом с селом не прекращаются. Сегодня в России отмечают День народного единства. Этот праздник появился в 2005 году в память о событиях русско-польской войны в начале 17 века. По данным Левада-центра, впервые за последние 11 лет более половины россиян смогли точно сказать, какой именно праздник отмечается 4 ноября. На Тверской улице Москвы состоялось организованное прокремлевскими движениями шествие «Мы едины». По данным полиции, в нем приняли участие около 80 тысяч человек. Среди участников шествия представители парламентских партий, студенты, активисты и приезжие из регионов. Митинги в честь Дня народного единства прошли и во многих других российских городах. Президент Владимир Путин отпраздновал День народного единства в компании с московским патриархом Кириллом. Они вместе открыли памятник тезке российского президента святому князю Владимиру, которого Путин считает духовным основателем России. По мнению российского президента, открытие памятника в этот день глубоко символично. Именно при князе Владимире прошло крещение Руси. Еще до появления в бронзе у памятника была непростая судьба. Его укоротили почти на 10 метров и перенесли с Воробьевых гор под стены Кремля, что тоже потребовало долгого согласования с ЮНЕСКО.
Стадион «Зенит-Арена», который строят в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу, снова оказался в центре скандала. Международная футбольная федерация после очередной проверки заявила, что поле непригодно для проведения матчей. Строительство «Зенит-Арены» началось в 2007 году. Он должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2016 года. Изначально его стоимость оценивалась в 7 миллиардов рублей, но уже потрачено 40 миллиардов. За время строительства были расторгнуты контракты с 3 подрядчиками. Татьяна Бур с подробностями. Арена на Крестовском острове должна стать одним из самых высокотехнологичных спортивных сооружений мира. Выдвижное поле и раздвижная крыша позволят стадиону принимать не только футбольные матчи, но и фестивали, концерты и практически любые другие массовые мероприятия. Выкатное поле, чьи вибрации сегодня активно обсуждают, сконструировал предыдущий подрядчик компания «Трансстрой». Еще в прошлом году она с гордостью сообщала, что вся конструкция полностью от проектирования до производства и монтажа произведена в России. 10 августа этого года стало известно, что тендер на завершение строительства «Зенит-Арены» выиграл «Метрострой» и стал уже 3-м подрядчиком. Тогда же пресса писала, что бетонное основание чаши стадиона было залито неровно, из-за чего 18 рельсовых путей лежат волнами, выступая относительно друг друга в среднем на 6 мм. Для устранения проблемы требовалось демонтировать конструкцию и шлифовать бетон. 24 октября прошли первые испытания. Здесь возникла и первая проблема. На выдвижение поля ушло 7 часов, хотя по проекту требуется 2. Когда до конца оставалось около 15 метров, погрузчики, толкающие платформу, забуксовали. Им могли помешать как раз неровности в чаше стадиона. 27-го на газоне состоялся первый матч. Команда генерального подрядчика «Метрострой» сыграла против субподрядчиков. Никаких подпрыгивающих футболистов зрители и журналисты не заметили. Вы попробуйте представить себе в несколько тысяч тонн конструкцию, и как бы вы не прыгали по ней, вы ее не раскачаете. Это 100%. А 31 октября стадион тестировали чиновники ФИФА. Тогда и выяснилось, что он не соответствует нормам организации Кубка Конфедерации и Чемпионата мира, который должна принять арена. В России рекомендовали заменить выкатное поле на стационарное. В Инстаграме появилось видео испытаний, как утверждает автор, того самого поля. Никакие чиновники и ФИФА там, конечно, не прыгали. Пользователь с ником Алексей3750 пишет, что причина вибрации в конструктивных особенностях. Малый вес поля, недостаточно опор, зазоры между балками и листами основания. Ничего непоправимого здесь нет. Все устраняется разными способами. От домкратов до заделки стыков между балками и металлическими листами. Появились сообщения о том, что доработка конструкции потребует дополнительных денег. Но главный футбольный функционер страны Виталий Мутко говорит, что все будет решено без увеличения затрат. Это так, конечно, подается. Речь идет, конечно, о определенных вибрационных процессах, но это так, профессиональный строительный язык. Я думаю, что профессионалы понимают, что такая глыба раскачиваться не может. Просто речь идет о том, что это поле, конечно, оно на соответствующих нестабильной основе закатываются стадионы. Естественно, там требуют определенные усиления. Сейчас технические решения, они будут найдены. И вице-премьер, и субподрядчики уверяют, что долгострой на этот раз будет сдан к установленному сроку, а это конец декабря. «Зенит-Арену» строят уже 10 лет. В 2006 году глава спорткомитета Петербурга Вячеслав Чазов говорил, что на 100% уверен, что в 2009-м «Зенит» будет играть на новом стадионе. Тогда стоимость проекта оценивалась чуть больше, чем в 6,5 миллиардов рублей. С тех пор сроки сдачи неоднократно переносились, а стоимость сооружения росла. Сейчас она подбирается к отметке в 40 миллиардов, и «Зенит-Арена» претендует на звание одного из самых дорогих стадионов в мире. В центре Хабаровска среди бела дня появился медведь, точнее медвежонок, которого хозяин выгуливал на поводке. Жители города, которые встретили медведя на улице, стали выкладывать видео и фото в социальные сети. Вы видите, что хозяин дикого зверя вышел на достаточно многолюдную улицу. Медвежонок практически не обращает внимания на людей, которые, в свою очередь, старались обходить животное. Отчасти видео из Хабаровска может служить подтверждением расхожего мнения о России, по улицам которой гуляют медведи. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до следующей недели. Всего доброго.